Приветствую вас, друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Цена свободы». Я ее ведущий Михаил Сыркилин. Сегодня, друзья, в этом выпуске говорим о происходящем в Гагаузии. Сегодня прошли два внеочередных заседания Народного собрания, где Народное собрание в очередной раз в нарушении закона утвердило состав Центральной избирательной комиссии Гагаузии, на что не имеет права, потому что такой орган не предусмотрен Конституцией, такой орган не предусмотрен избирательным кодексом Республики Молдова, его существование противоречит этим законам. Также они собрали большое расширенное заседание в Доме культуры, где, опять же, выступили с одной стороны, жесткими, с другой стороны, менее жесткими речами в адрес Кишинева и с обращениями в адрес международных структур. К чему это приведет? Посмотрим. Об этом говорим с нашим первым гостем Сергеем Черневым. Во второй части мы будем говорить с Артемом Филипенко, политологом и политическим комментатором из Украины. Тоже о событиях, касающихся Гагаузии, Приднестровья и угрозах и рисках безопасности для Республики Молдова и для Украины, которые исходят или потенциально могут исходить от этих двух регионов. В третьей части будем говорить о ситуации, экологической ситуации на реке Днестр. Об этом говорим с экологом Валерием Казак. Как долго продлится эта ситуация и какие меры предпринимает правительство. Не переключайтесь, друзья, скоро вернемся. Друзья, в этой части выпуска говорим о том, что сегодня произошло в Гагаузии. Два внеочередных заседания Народного собрания. Одно утром в 9 часов, одно днем в 11 часов. Утвердили состав Центральной избирательной комиссии Гагаузии, назначили дату выборов, ну и потом собрались в Камрадском ДК для того, чтобы опять всем погрозить, направить своих комиссаров в международные структуры. О том, что произошло сегодня в Гагаузии, какие это может иметь последствия, говорим с Сергеем Черневым, главой офиса Государственной канцелярии в Камрате. Господин Чернев, приветствую вас. Здравствуйте, Михаил. Господин Чернев, что вообще происходит? Вот депутаты сегодня проголосовали за новую дату выборов и назначили состав Центральной избирательной комиссии. С точки зрения госканцелярии, давайте вот просто обозначим позицию госканцелярии, позицию правительства. Они имеют право назначать Центральную избирательную комиссию или не имеют права? Центральная избирательная комиссия не имеет права назначать. Почему? Потому что при изменении кодекса Республики, избирательного кодекса Республики Молдова, такого понятия, как ЦИК Гагаузии, нету. Есть ЦИС Гагаузии, Центральный избирательный совет Гагаузии. Если следовать букве закона, то они не имели права этого делать. Хорошо, другой вопрос. Они там, я видел в повестке дня, правда, не знаю, по-моему, они даже проголосовали, просто не смотрел все заседание целиком. У них такая идея признать равнозначность понятий ЦИК Гагаузии и ЦИС Гагаузии. Они, очевидно, назначили эту Центральную избирательную комиссию Гагаузии на основании избирательного кодекса Гагаузии, который не был приведен в соответствии с избирательным кодексом Республики Молдова. В этой ситуации, как вы видите все это? Как я вижу эту ситуацию? То, что они признать понятие таким-то на понятие таким, Гагаузия уже давно живет по понятиям, не живет по законам, а живет по понятиям. Потому они руководствуются понятиями какими-то ими созданными и следуют своим, как бы получается, местным хотелкам, то, что бы они хотели сделать. Если взять по закону, то когда поменялся избирательный кодекс, они должны были привести в соответствие избирательный кодекс Гагаузии. Плюс у нас в 2024 году, в декабре месяце, произошла судебная реформа, где нету такого юридического органа, как апелл-палата Камрат. Есть апелл-палата Юг. Они должны были все вот это привести в соответствие. Почему? После проведения ими выборов, когда они придут в суды признавать, нету апелл-палаты Камрат, это, во-первых, и, во-вторых, нету такого понятия, как ЦИК Гагаузии. Никакой суд их выборы не признает. Если следовать букве закона. И они должны были это привести в соответствие. Не винить Кишинев, не искать проблему в Кишиневе, а просто должны были привести в соответствие. Почему им на это дали с 23 года, 1 января, когда был введен кодекс, до 24 года должны были привести. В декабре 24 года произошла судебная реформа. Карта судебных инстанций. Да, мы к этому вернулись только в марте месяце 25 года. Это спустя 2 года и 3 месяца. Хорошо, в этих условиях они назначили дату выборов на 21 июня. Выборы в Народное собрание пройдут 21 июня, с вашей точки? Я думаю, что нет. Почему?
Потому что мы со своей стороны мы оспорим их решение, вот то, что они понятие перевели в ЦИС. Вот так вот. Это должно быть изменение в избирательном кодексе. Это уже закон, и они должны это провести законом. Народное собрание не имеет права сейчас и полномочий принимать законы. Ну хорошо, но они же придумали вот эту комбинацию финт ушами, что там эти... В общем, там идея была в том, что они когда-то принимали поправки в уложение и поправки в избирательный кодекс, которые, где четко сказано, что полномочия Народного собрания истекают там в ноябре или в октябре, в ноябре 2025 года. Исполком во главе с Гуцул опротестовал эти поправки. Теперь они пошли на то, пошли на мировую. Исполком, вернее, Народное собрание признает требования исполнительного комитета, а все они делают для того, чтобы вернуть обратно полномочия Народного собрания. У них это получилось или нет? Нет. Даже если взять то, что они пытались сделать, что их полномочия должны быть с 15 февраля после избрания рабочих органов и председателя Народного собрания, мы перешли за ту дату. И сегодня, как бы они говорили, и в старом уложении, и в новом, то, что они принимали, все равно идет ЦИК Гагаузии. ЦИК Гагаузии, переименовать Центральный избирательный совет Гагаузии, это должно происходить как бы нормой закона. Вот так. То есть давайте разъясним. Они пытались вернуть полномочия и по старому варианту, и по новому варианту полномочия Народного собрания истекли. Они уже не могут вносить изменения в избирательный кодекс, даже если они очень хотели бы привести его в соответствие с избирательным кодексом Республики Молдова. Поэтому они пошли на эту уловку признать равнозначными эти понятия. Но это не решает вопрос. Да, это не решает вопрос, хотя у них на вот это изменение, у них было почти 3 года. Вот так, если взять вот так, у них было 3 года. Января 23 года. По ноябрь до истечения первого срока их полномочий, до истечения февральских полномочий. Я им тогда предлагал, я сказал, приведите в соответствие, вы не успеваете, ваши полномочия закончатся, на что мне сказали, ничего, мы выиграем выборы, и потом посмотрим, кто... Выиграем выборы парламентские, в смысле? Да, выиграем выборы парламентские. И все вот это вот катавасия делалась выборами, то, что они не хотели переименовать ЦИК. В ЦИС это была просто игра в долгую, чтобы сплотить гагаузское общество перед парламентскими выборами, чтобы дать здесь наибольший результат Додону, Стояноглу, вот этой собранной... То есть вместо того, чтобы заниматься своими полномочиями, они занимались попыткой свергнуть власть Кишинева. Да. Заигрались в большую политику. Вместо того, что... Хорошо, вот они сегодня провели 2 заседания. Одно прошло там, где обычно проходит заседание Народного собрания, второе прошло в ДК, в расширенном формате. Как вы оцениваете вообще то, что произошло в Доме культуры? Ну, знаете, как я посмотрел на испуганные лица депутатов, как сидел этот президиум. Они прекрасно понимают, что идут на нарушение закона, и прекрасно понимают, что закон потихонечку начинает работать даже на территории Гагаузии нашей. Если он когда-то не работал, то он потихонечку начинает работать. Яркий пример – Гуцул, второй пример у нас Константинов. Думаете, они это понимают? Понимают, и уже начали понимать. То, что они сделали в Народном собрании, они приняли, и они хотели заручиться поддержкой народа в этом, как бы, уже в ДК. Они сначала хотели сделать на площади, увидели, что на площади людей без денег они собрать не могут. Думают, давай мы ДК, там 380 человек или 360, сколько вот этот ДК вмещается, мы туда нагоним людей, сделаем видимость, то, что нас об этом просит народ, и есть такое понятие, как коллективная ответственность. Есть кого спросить, некого ответить. Мы же народные депутаты. Вот народ пришел, и народ нас заставил сделать выборы. Почему это чаяние и требования народа? Но, обратите, там депутаты не говорили. Там говорил Формузал, там Ирина Ула говорила, там Додон говорил. Сейчас вернемся мы к Формузалу, к Додону. Не, я имею в виду, что депутаты там вроде как бы сидят, они здесь не при чем. Депутатам нужна была поддержка. Почему? Потому что депутаты уже понимают, в конце отвечать не будет Ирина Влах, не будет отвечать Формузал, а будут отвечать вот эти депутаты, которые пошли на нарушение закона. Будет отвечать вот этот ЦИК, которого назначили, и который начнет проводить выборы. И не господин Бургуджи, который там какие-то акромольные речи толкал и пытался сделать из себя великого юриста, а именно вот этот ЦИК, который будет проводить вот эти выборы. И сейчас уже не 14-й год, когда вот этому ЦИКу все прошло. Сейчас придется отвечать, и отвечать с буквы закона. Вот так. То, что сегодня там появился Формузал, то, что появилась Ирина Влах, это люди все, Шор вытащил все свои скрытые резервы, он идет разными путями. Сегодня вот эту массовку там собрал Шор со своими кураторами. Вот так. Мало людей там, смотрите, полупустой зал.
Ну, я еще вчера говорил, что там будет не более 100 человек. И вот то основном, если мы видим, там депутаты и сотрудники, сегодня, получается, глава администрации и сотрудники администрации, которые подневольные люди, которых туда просто нагнали, сотрудники исполкома подведомственных организаций. Вот и все. Этот зал показал ярко, что сегодня у них поддержки людей нету. И вот эту политику, которую ведут сегодня приспешники Шора здесь у нас в Гагаузии, никто не поддерживает. Формузал сказал, что Шора нету. Ну, Шора нету, Формузал правильно сказал. Шора нету, но есть представители в лице Формузала, в лице Ирины Влах, которые сегодня на местах. Это как вот магазин, дистрибьютор есть, но он не приходит же штиль торговать здесь у нас, а есть дистрибьютор, который на месте. Вот один из этих дистрибьюторов Ирина Влах и Шор. Сегодня они все собрались под единым флагом, пытаясь, я вижу, больше всего надавить на вот эти международные организации, чтобы вот эти послы, которые аккредитованы здесь на местах, чтобы они надавили на наше правительство, ну, как бы, или, по крайней мере, может, надавили, это неправильно говорю, а просто посоветовали, пролоббировали. Как в 2014 году, да, чтобы не было шума. Да? Да, чтобы не было шума, вот так вот не делайте шума, главное, чтобы у нас было спокойствие. Ну, это чревато тем, просто Шор расставит везде своих людей опять в Народном собрании. Кстати, там они уже, видите, как бы, я так понимаю, что не хотят, уже не надеются на международные структуры здесь, они уже хотят ехать в Брюссель. И Дадон сказал, что 20 числа будет, значит, парламентская ассамблея Совета Европы. Я, говорит, подниму там вопрос. Формузал вообще, говорит, нужно ехать в Брюссель, нужно, говорит, ехать в Бундестаг. И там, говорит, поднимать вопрос. Формузал, наверное, видел в Бундестаг. Почему? Потому что он там живет. Угу. Да, и ближе к нему, да? Да, ближе к нему. И когда он говорит, что вот Германия нам поможет, там есть с кем говорить, он, наверное, имеет в виду Ольгу Парзани. Угу. Обычно они с ним решают. Там, говорит, нам верят, там, говорит, нам доверяют. Да. Вот именно вот это особо, они вот как раз доверяют друг другу. Вот так. Почему они говорят это? Вот сегодня вот послы, аккредитованные здесь на местах, я со многими беседовал, они уже понимают реалии, то, что здесь творится в Гагаузии. И то, что у Ирины Влах, то, что она забегала, вот это комбинация Ирины Влахи, комбинация Формузала. Почему? Потому что они все время бегали плакаться к послам. Как только их начинали где-то брать за их воровство, которое они здесь творили, вот будем говорить вот честными, половину пшеницы украл Формузал Солярка, вторую половину украла Ирина Влах. А он, кстати, свободные СМИ сегодня сравнил, говорит, Кишинев, говорит, здесь открыл СМИ, и они, говорит, себя ведут как комсомольцы, говорит, активисты в 1946 году отбирали у людей, говорит, пшеницу. Ну, Формузал, знаете, что он имел в виду? Да. Давайте я не буду вот сейчас уходить очень далеко. Я не буду говорить, как Формузал закосил, вот в Афганистан не пошел, как он резко заболел желтухой, и он не пошел в Афганистан. Я не буду говорить, как он подсидел здесь в Примара. Я не буду говорить, как он 4 года вот эту Гагаузию грабил. Вот так, я начну с того, на ком он женат. Женат он сегодня на дочке замполита. Замполит Формузал сегодня 59-го года, а замполит, когда он имеет комсомольцев 46-го года в виду, это, наверное, отец его супруги был тем комсомольцем в 46-м году, как раз по годам он приходит, который, вот, как он говорил, отбирали пшеницу у людей, и людей оставляли голодными. И Формузал пошел дальше. Видно, он взял самое хорошее оттуда, и первую половину пшеницу раздеребенил вот. А вторую? А второй уже госпожа Ирина Влах. Вот так. И потому они сегодня сели вот за один стол. Вот вы понимаете, что делает Михаил сегодня шоровские деньги? Помните, когда я у вас был на передаче, я говорил, когда создавалась вот эта коалиция, когда левый фланг объединился на парламентских выборах. Собрали туда всех. Да. Я сказал, эти как крысы в той бочке, они готовы сожрать друг друга, но это сказал недолго. Вот так, как только закончились выборы, эта коалиция сразу распалась, каждый взял своих депутатов и разошлись. То же самое творится здесь. Вот Ирина Влах и Формузал, они друг друга ненавидят, чтобы вы понимали. Ненавидят не просто так. Ну, то, что сделали деньги Шора, посадили их за этот стол, говорит о том, что у этих людей нету ни чести, ни достоинства, ни морали. Просто вот, знаете, как Хорошо, на первом месте деньги. Давайте вот еще одну новость. Вот вчера прошла новость о том, что Илья Узун подписал некий указ об отстранении от должности Виктора Петрова. Ну, то есть, тогда вопрос, а почему же вы не, значит... И там мотив, что якобы у него на нем уголовные дела, он не появляется на работе. Ну, хорошо, есть Евгения Гуцул, которую уже осудили, которая сидит в тюрьме уже, и тоже не появляется на работе. Чего же ее не отстраняют от должности? Не означает ли это, что вот они расчищают должность Петрова под того же Формузала? Михаил, вот я сейчас вам, знаете, как вы натолкнули меня на мысль. Помните, вот Ералаш был у нас, один хорошая такая программа. Ага.
И там вот идет вот, как бы ералаш, начинается, дети там в 1 классе, и учительница задает вопрос: дети, сколько будет 1 плюс 2? Мгм. И тут с задней парты такой сидит один ученик, взрослый, видно, с класса 10 вот так вот. Он отвечает 2, детки ему хлопают. Это сколько будет там? 4 минус 1, это 3. Вот так. И открывается в этот момент, дети опять хлопают, говорят: Сидоров, ты чего здесь? Твой, говорит, подшефный, говорит, 6 Б, а ты пришел сюда в 1 А. Ты, говорит, иди сама в 6 Б, я здесь самый умный. Ага. Вот так. И тут получается среди вот этой когорты, почему я думаю, что это делает, вы здесь, я соглашусь с вами. Почему? Потому что Шор понимает, что здесь теряет все. Потому Фурмузал, сегодня я смотрел его выступление, и выступил так резко. Вот так. Ну, самая агрессивная речь. Да, своего. он самая агрессивная речь. Фурмузал прекрасно понимает, что он говорит. Фурмузал, в отличие от Ирины Влах, которая читает по бумажке, он может говорить отсюда и до вечера. Вот так вот. Он умеет... Так жаловался, говорит, мало времени не дали. Да, мало времени. Вот ему, вот, да, как бы ему точно мало времени дали. Но сегодня Шор, видя, что он сегодня попал в штангу, попал сегодня здесь Гагаузии, что он теряет эту Гагаузию, понимая, что эти выборы надо, они получатся, не получатся, здесь нужен человек, который станет напротив Кишинева, как бы станет, вот, будет вот это, соберет всю вот эту коалицию его, которая распалась, которая, я не вижу там умных людей, чтобы не обидеть никого-то. Вот он, я думаю, что он именно вот эта задача поставить Фурмузала во главе вот этой коалиции, чтобы дальше как бы отсюда руководить Гагаузией через него. Ну, там как бы, смотря людей, которых, значит, собрали, там в основном люди, которые сидят у Шора, коммунисты, социалисты, Ну, послушайте, Ирина Влах, я говорю, вот сегодня Фурмузал, то, что приехал туда Дадон, то, что приехал сегодня Фурмузал, то, что приехала Ирина Влах, они показывают, что они пошли единым фронтом. Они понимают, что сегодня эту Гагаузию может потерять. Дадон там очень красиво говорил, но только не сказал одно: мы не можем потерять Гагаузию, Гагаузия нам дает стабильно 4 мандата социалистам. Он только этого не сказал. И он понимает, что, потеряв этот регион, они уже сели, они с Шором ненавидят друг друга. Они в Москве там чуть не передрались между собой за влияние на эту Гагаузию. Почему? Потому что всем интересно вот эти 4 мандата, которые дает Гагаузия. Ну вот это вынужденное, то, что творится здесь, то, что Гагаузия сегодня выходит из-под контроля, она вынуждена собраться все вместе. Как только пройдут выборы, как только пройдет вот это все, каждый разбежится по своим местам, и опять эта коалиция начнет ссориться, обвинять друг друга в том, что они сегодня эту Гагаузию используют только для себя. Даже яркий пример. Вот у нас есть депутаты, которые поддерживали Ирину Влах. Вот так. В оконцовке я говорил: ребята, не поддерживайте. Это воровка, которая сегодня некогда ставит клейма. Нет, она наша, она вот это. И в оконцовке они ко мне же пришли: да, вы были правы, понимаете, вот она была такая-сякая. Вот она эту Гагаузию довела до ручки, то, что получилось. Даже если возьмем во время ковида, когда маски были у нас по лей 20, лей 25 или там 1,5 лея за штуку продавались, мы покупали, исполком покупал по 9, по 6 лей вот эти маски. Так никто не провел аудит. Да, никто и не провел аудит. 35 миллионов лет выделили, да? Выделили куда? Вот у нас сделали, ковид-центр начали делать, сделали крышу, 6 миллионов лей кинули туда, и на этом и закончилось. Придите, посмотрите, как травой заросло все вот это, ну, крыша новая. И 6 миллионов крыша, где эта крыша, если взять по уму и посмотреть, вот сделать сегодня по новой вот эту смету, она максимум стоит 1800-900, я вам сегодня говорю. Обращение Министерства юстиции, если можете прокомментировать. Конституционный суд. Ну, знаете, как Министерство юстиции. По отбору, мы говорим о конкретных полномочиях, да? Да. То есть, чтобы Гагаузия не могла назначать начальника управления внутренних дел, начальника управления юстиции, начальника управления службы. И не могла назначать свой ЦИК. Давайте начнем с того, что Гагаузия сама довела ситуацию до этого. Даже вот возьмем с прокурором. Когда Константинов пытался через колено сломать Кишинев, чтобы поставили прокурором Кыльчика. Своего человека. Да, своего человека. Почему? Потому что Кыльчик был адвокатом при процессе несостоятельности, и Кыльчик помог ему тогда разворовать колхоз-гигант. Я неоднократно обращался в прокуратуру, чтобы мне помогли, но гигант как разворовался, на меня возбуждались уголовные дела по всяким надуманным причинам, чтобы вот так, чтобы только не дать в обиду Константинова, который разграбил наш гигант. И остались более 2000 человек, остались без пенсии, которые на минимальной пенсии. Почему? Потому что соцфонд не переставляли туда. И то, что сегодня Министерство юстиции обратилось в Конституционный суд, это право сегодня министра, право любого простого гражданина обращаться в судебные инстанции. Если ты с чем-то не согласен, и ты понимаешь, что тебя сегодня чем-то притесняет. Гагаузия же обратилась в Конституционный суд с налогами.
выиграла суд. Почему они боятся сейчас, что вот Министерство юстиции обращается туда? Где Они боятся, вы думаете? Я думаю, что да. И если они завопили вот так, и они сегодня пытаются вот это, чтобы Министерство юстиции чуть не в ультимативной форме, чтобы отозвало сегодня свои иски, то это неправильно. Это неправильно. Министерство юстиции обратилось, будем ждать решения Конституционного суда. И даже вот это сегодняшнее заседание, и это заседание подстегнуло что? То, что они видят, что Министерство юстиции обратилось туда, то, что сегодня выборы Гагаузия уже не может провести самостоятельно, и они боятся, что Центральная избирательная комиссия проведет сегодня вот эти выборы, вот в чем подстегнуло вот это сегодняшнее заседание. Давайте вот здесь вот остановим. Правильно ли я понимаю, что с вашей точки зрения Гагаузия эти выборы уже не проведет сама? Да, она уже... Нету законных оснований уже провести. С точки зрения закона Гагаузия уже не может провести вот эти выборы. Она исчерпала свои все шансы, законные шансы исчерпала. То есть, с вашей точки зрения, следующие выборы в Народное собрание так или иначе пройдет Центральная избирательная комиссия Республики Молдова? Они должны, вот я сказал, что остается Гагаузии? Выход какой? Обратиться в парламент Республики Молдова, чтобы парламент Республики Молдовы принял, как эти выборы будут проводиться, обратиться к правительству Республики Молдова, чтобы правительство сказало вот дорожную карту, чтобы мы посмотрели, как она сделает вот тут вот. Мы сделаем вот так, кто будет проводить эти выборы. Но в данной ситуации, когда наши депутаты не обращаются никуда и пытаются диктовать условия Кишиневу, другого выхода, как чтобы провести вот Центральная избирательная комиссия страны, я не вижу. На основании местного закона или национального будет проводить? Так послушайте, наши местные законы не должны противоречить законам республики и Конституции Молдовы. Все. Формузал, кстати, вот сегодня параллель была с 2014 годом в чем? На заседании Народного собрания, которое проходило в зале, где обычно проходит, Захария поднимает вопрос. А кто даст нам гарантии, что эти выборы не опротестуют? Бургуджи говорит... Захария задает конкретный вопрос. Вот правительство... отменит эти выборы через суд. Отменит решения, которые были приняты сегодня, через суд. Или, допустим, если вы пойдете дальше, проведете эти выборы, они будут незаконные, есть риск, да, и правительство их тоже не признает. Бургуджи говорит, правительство не имеет права признавать это, да. Вы, говорит, смотрите, давайте просто расскажу, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Вы должны, говорит, они отменили, вы приняли еще раз решение, типа, они отменили, вы еще одно решение приняли, да, и так до конца. И Формузал сегодня тоже говорит, мы будем проводить, они не признают, мы еще раз проведем, не признают выборы, мы еще раз, мы будем проводить выборы до тех пор, пока не признают. Возможно ли такой сценарий? Это не 2014 год, когда они провели вот этот псевдореферендум, это не 2014 год, и когда все убежали, спрятались в кусты, и осталась вот эта председатель вот этого ЦИКа, госпожа Лисник, один на один с законом. Единственная, кто ответила. Да, единственная, кто должна была ответить. Вот так. И где вот, как бы говорю, получилось, что она не ответила. Но по уму, если бы тогда ее привлекли к ответственности, и она бы показала, кто этот референдум финансировал, на чьи деньги он делался, тогда этот референдум не делался на деньги Гагаузии. Это опять было финансирование извне. Это было вмешательство во внутренние дела Республики Молдова. Если бы тогда ответили по закону, не был Формузал бы сейчас не раздухарился бы так. Формузал, видно, выпил таблетки против страха или деньги Шора, ему затмили все вот этот здравый смысл. Таблетки против... Есть такие? Есть, если он знает. Ну да, тогда выборы финансировали через Якубова покойно. Да, через Юру Якубова. Вот так. И я скажу, вот этот человек добился того, что в оконцовке, знаете, как вот ушел в мир иной, царство ему небесное, и его там порвали. Вот и просто отобрали все его имущество, которое там было у него. То есть он участвовал в этой схеме? В конечном итоге? Да, он участвовал в этой схеме, помог, все сделал, все правильно, все красиво, привел Ирину Влак вот к власти здесь, если взять по большому счету, финансировал ее предвыборную кампанию Юрий Якубов. Почему вот эти артисты, которые приезжали, все приезжали, они не приезжают за диджаба. Ну нет, конечно. Вот таким надо платить. Вот и все. И в оконцовке вот Юрию сказали огромное спасибо там в России, что забрали весь бизнес, и сын сидит. То есть его заявление и Бургуджи будем проводить столько угодно, это просто угроза, или они действительно готовы пойти на этот шаг? Ну, послушайте, Бургуджи понимает, что он за это отвечать не будет. И Бургуджи, наверное, он, когда при Кроитере, когда приходили, арестовали вот здесь исполком, его, видно, он по ступенькам его протащили, и он башкой там ударился конкретно. Вот так. Почему? Потому что... Мы против насилия, но мы просто... Нет, я говорю то, что есть. Да. Ну, вот такие заявления, которые говорит Формузал, которые говорит сегодня Бургуджи, они должны пресекаться законом на корню. А Центральная избирательная совет или комиссия, как они ее выбрали, и вот эти уважаемые господа депутаты должны понимать, что в скором времени им придется за это отвечать. Почему? Потому что если ты делаешь все с буквы закона,
тебе респект и уважуха. Но если ты идешь на нарушение закона, для закона должны быть все сегодня одинаковы. Что сегодня президент страны, что депутат Народного собрания, Башкан, председатель Народного собрания, а также простой обыватель. Я думаю так. Ну хорошо, там председателем опять назначили и хотят, я так понимаю, председателем видеть этого Захария Петра. Да? Петр Закарий, все делается под него. Да. Но он же заместитель начальника управления юридического Народного собрания. Да. Он-то понимает, куда он идет? Или не понимает? Ну, послушайте, вот даже если вот это привести в соответствие, он Закария когда-то, я смотрю, он в одно время очень рьяно начал посты писать, что юридическое управление как бы не имеет никакого как бы отношения к вот этим. Юридическое управление Народного собрания, она должна присутствовать на каждом заседании комиссии. Я почему сказал, там практикующих юристов среди депутатов 1-2, дай бог, чтобы было, практикующих, но я и тех не вижу, вот так. А юридическое управление должно отслеживать законы, мониторить их. И когда идет сегодня образно заседание комиссии, они должны там говорить, вот это, ребята, по закону, вот это с такой-то статьей, вот это мы должны переделать. Почему? Потому что в этом году вышел такой закон, где вот это мы противоречит наше законодательство или то, что вы сегодня принимаете, вот этому сегодня как бы вот этому закону, который вышел в Республике Молдова. И если тот человек не привел в соответствие, не надавил сегодня, не показал вот этим сегодня нашим депутатам, вот так, что сегодня есть избирательный кодекс, который перетерпел изменения. И вот это вступает в силу с 23 года. И до 24 года нам дают год, чтобы привести свой кодекс в соответствие с этим избирательным кодексом Республики Молдова. Вот он должен был каждый день вставать на заседание и говорить, что вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так. Если этот человек там не соблюдал закон, где гарантия, что он будет соблюдать закон, будучи председателем этого ЦК? Если вы заметили, все последних выборов башканских, 3 выборов подряд, которые получаются, 2 выбора Ирины Фурмузал и выборов Гуцул, все были выборы сфальсифицированы ЦИКом Гагаузии, который за это не ответил. И сегодня он тоже, Шор надеется, что поставит здесь своих людей, которые пойдут на нарушение закона, которые сфальсифицируют эти выборы в пользу его. Ну, они должны понимать, что уже Шор далеко в Москве, Шор имеет там 7 или сколько лет, чтобы не получилось, что они тоже заимеют такой же срок. 15 лет Шор имеет. Вот 15. Гуцул имеет 7. Ну, да. Его в совокупности 23. Фармузал говорит, что Кишинев назначил в Гагаузии смотрящего. Явно намекая на вас. Ну, Фурмузал, знаете... И такое ощущение, что все никак не может забыть ту оплюху. Я сказал, Фурмузал выпил лекарство против страха, я смотрю, таблетку против страха выпил Фурмузал. Фурмузал думает, если он сидит в Германии, и здесь пришел, делает какой-то заводик, пытается сделать, знаете как? Какой? Тут где-то в Чадрунге, говорят, какой-то мини-винзавод он хочет делать. Да. И думает, что не будут, как вам сказать вот так правильно, что вот это не отслеживается, вот так вот он ошибается. Он ошибается. Если так хорошо, вот они делали вот этот референдум тогда в 2014 году. Все бегали за таможенный союз, за объединение с Россией. Почему же тогда он не поехал жить в Россию, а поехал жить в Германию? И видно там в Германии, он говорит, Бундестаг это хорошо, но там нельзя так воровать, как можно было воровать у нас здесь в Гагаузии. А в Германии знают, как он... Ну, в Германии... Что он агитировал за таможенный союз, но приехал жить в Германию. Ну, вот знаете как, там вот это вот Германия, вот демократия, вот я смотрю, они молодцы как бы насчет этого. Всех принимают, и они там вытворяют, что хотят. Даже я смотрел, у нас один парень, там, не помню с какого села, он живет в Германии, но говорит, я сегодня за Россию, говорит, у нас сегодня, говорит, а говорит, почему не идешь в Россию? Эй, там нету ни зарплат, там нету ни работы, там кидают. Тогда говорят, что ну мы за это. Вот понимаете? Вот если бы в Германии отслеживалось бы вот это, не нравится тебе? Я говорю, оставим Германию. Вот я говорю, наша страна, Молдова. Сегодня очень я поддерживаю, что лишили гражданства, вон там Приднестровье, кого-то лишили гражданства. Я почему это поддерживаю? Почему? Потому что не нравится тебе наша страна. Собирай манатки, уезжай и живи где хочешь. Вот так. Сегодня нечего вот тут начинать и диктовать свои условия. Вас сегодня 3 человека или 4, вы пытаетесь за деньги, чужие деньги, которые приходят извне, вы пытаетесь здесь делать политику. Если бы наше государство было чуть жестче в этом направлении, то не было вот этих речей, не было вот этого заседания сегодня, которые здесь собрались. Которые собрались, вот я вам скажу, сегодня посмешище, которое несло сегодня ахинею. А люди из полкома, которые стоят сегодня на зарплате у Шора, они вынуждены были сидеть там и выслушивать вот этот бред, который нес сегодня Фурмузал, Бургуджи, тот же Дадон. Хорошо, ну и, наверное, последний вопрос. Они не смогли собрать людей, хотя бы заполнить хотя бы этот зал, потому что у них нет денег или уже потому что никто не идет?
Уже никто не идет. Все поняли, куда их Даже с завести. деньгами не пойдут, да? Даже с деньгами уже люди не хотят идти. Люди понимают, что сегодня, ну вот возьмем вот Дадон. Он приезжал сюда, он приезжает, каждые выборы вот сделать. Дали мы ему 4 мандата, 60 тысяч голосов. Дальше он в эту Гагаузию забывает. Эту Гагаузию просто разворовывает. Вот с подачи, вот разворовывала Ирина Влах с подачи господина Дадона. И прикрывал это все господин Стоянов, когда там был прокурор. Вот. Сегодня очень часто звучали вот такие, знаете, лозунги, что это приведет к социальному взрыву. Дадон особенно любит эти слова. Что не надо идти дальше, остановитесь, отзовите свои заявления, намекая на, ну, имея в виду Министерство юстиции. Приведет это к социальному взрыву? К социальному взрыву это не приведет, и потому они, вот я говорю, они уже понимают, что вот это больше всего была работа с иностранными как бы послами. То есть на воздействие на международную структуру. Да, они пытались вот внушить послам, и понимая, что послы уже сегодня реально видят, что творится в Гагаузии, реально видят обстановку в стране, что творит вот эта пятая колонна, я по-другому их не назову, вот так, и они пытаются выйти на Страсбург, пытаются выйти туда, на Брюссель, найти там какого-то чиновничка, который тоже не чист на руку, чтобы всего заинтересовать, чтобы с этой трибуны они на весь мир сказали, что сегодня Гагаузию обижает. Гагаузию никто не обижает, кроме вот этих наших горе-патриотов, горе вот этих людей, которые приходят. И сегодня, я говорю, то, что сегодня собралось в этом зале, я как пятая колонна, которая подрывает нашу страну, нашу стабильность, вот этот суверенитет нашей страны изнутри, вот они сегодня все собрались в этом зале. Господин Чернев, спасибо большое, что нашли нас время и пришли прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще и ждем новостей. Спасибо. Друзья, у нас на связи Артем Филипенко, политолог, политический эксперт из Украины, из Одессы. Артем, приветствую вас. Добрый день. Да. Вы у нас были однажды, тогда вам сложно было появляться в эфире, потому что вы тогда были на фронте, если я не ошибаюсь, да? Но однажды получилось вам прийти к нам в студию, в смысле так, по онлайну в эфир, и поговорить про ситуацию, да? Тем более вы хорошо знаете Молдову, не понаслышке знаете о том, что происходит вокруг Приднестровья, вокруг Гагаузии. И вот мы, честно говоря, не планировали, но вот мы с вами встречаемся в момент, когда в Камраде сейчас проходит митинг, так называемый, даже не то что митинг, собрание, которое с таким очень пророссийским, промосковским душком, которое имеет как цель, ну, с моей точки зрения, опять грозить пальцем Кишиневу и угрожать Молдове. Что-то подобное мы наблюдали в 2014 году. Помните те события? Да, безусловно. Да. Безусловно, и попытки создания у нас здесь, скажем так, раскачать ситуацию создания этой самой Буджатской республики, да, или там Бессарабской народной республики была такая попытка, и многие увязывали это в том числе и с так называемым референдумом об отложенном статусе, который проходил на территории Гагаузии. Вот. То есть события эти памятные, события 90-х годов, в принципе, если уж так уходить более глубоко, они тоже как бы остаются в памяти, потому что тогда тоже была попытка создания Бессарабской республики. То есть хотим или не хотим, все, что происходит сегодня на территории Республики Молдова, оно так или иначе влияет и на ситуацию в Украине. Возможно, сейчас меньше, чем раньше, но тем не менее влияет. Что вы имеете в виду меньше, чем раньше, каким образом влияет? Можете рассказать сколько? Ну, смотрите, во-первых, если брать 2014 год, конечно, тогда существовала действительно вот эта вот проблема неопределенности очень серьезная. Связано было с тем, что были попытки же тогда и в Одессе провозгласить там Народную Республику. Все это закончилось событиями 2 мая в итоге. Вот, и Вы про 14 год сейчас, да? Это в 14-м. Это в 14 год. Да. Да. Сейчас меньше в том плане, что, ну, во-первых, условия широкомасштабного вторжения Российской Федерации произошла все-таки консолидация граждан Украины, вне зависимости от национальности. То есть, да, ну, как бы противоположные различные взгляды и сейчас присутствуют, но тем не менее есть четкое понимание того, что необходимо в первую очередь противостоять агрессии. Здесь, опять же, возвращаясь к гагаузской теме, здесь грех не вспомнить о том, что украинские гагаузы, да, если мы можем так говорить, да, вот те, которые живут на территории Украины, они показали себя как подлинные патриоты Украины. Я служил в 35-й бригаде
как военнослужащий, да, и, ну, я образно могу сказать, это, наверное, там самая гагаузская бригада, ну, по количеству гагаузов в ней, Это наверное, морская пехота, по-моему, да? морская пехота, да, Да, да. морская пехота, потому что и командиром ее был как раз уроженец по Дмитровке Палас, Да, да, да. и Палас, да. его там, насколько я помню, там и его, наверное, односельчане какие-то тоже служили. Ну, доводилось встречаться, ну, в принципе, по фамилиям. Ты понимаешь, что как бы люди, которые с тобой служат, это как раз представители гагаузского народа. И они показали себя, они воюют храбро, немало людей, которые удостоены наград, и это очень важный момент. Почему? Потому что была попытка в свое время играть на каких-то своих вот этих вот, попытка раскачать лодку в Гагаузии, да, то есть в Гагаузии, на юге, в том числе на юге Одесской области, каким-то образом спровоцировать людей под лозунгами, там, не знаю, там, защиты языковых прав, там, не знаю, защиты каких-то культурных прав, спровоцировать их тогда в том же 2014 году на какие-то сепаратистские действия. Тогда не прошло это все, и, в принципе, Ну, вы сейчас знаете, тем более. то, что случилось в Доме профсоюзов, мне кажется, очень серьезный и убедительный ответ, что лучше не надо. Да, это с одной стороны, хотя, ну, те, кто принимал участие в этом, вам 100% скажут, в том числе и я, как бы, о том, что это не было как бы преднамеренно, да, но это как бы такое своеобразное побочное явление столкновения. Не было бы столкновения, не было бы провокаций со стороны пророссийских сил, не было бы и Дома профсоюзов как Ну, такового. смотрите, с моей стороны вообще никакого осуждения, особенно учитывая то, что мы видим сейчас. Поэтому как бы Да, тут, безусловно, потому да, что сейчас мы как раз понимаем, что от чего нас спасли в свое время естественно. люди, которые стали на защиту Одессы. Ну вот то, что сейчас происходит, смотрите, две точки такие, да, с одной стороны Приднестровье, с другой стороны Гагаузия. Приднестровье как-то, все, кстати, эксперты отмечают, что все это время Приднестровье сидело тише воды ниже травы, больше шума исходило из Гагаузии. Вы как это объясняете? Почему Приднестровье, или Приднестровье держат на какой-то другой случай, или там действительно не до этого? Я думаю, что просто при Приднестровье прекрасно понимали. Ну, во-первых, все-таки различные статусы у Гагаузии, у Приднестровья, да. Во-первых, Гагаузия все-таки в 100% в составе, да, Молдовы, это автономия, которая имеет юридически правовой статус, в отличие от Приднестровского региона. Это первый момент. Второй, Приднестровский, опять же, на территории, мы можем вспомнить там ключевое отличие, то, что на территории Приднестровского региона находятся российские войска, это является территория, временно оккупированной территории России. Вот. И понятное дело, что, скажем так, Приднестровье понимало, что у нее гораздо более рискованная ситуация. И тут я не буду скрывать о том, что в Украине время от времени кто-то из горячих голов, да, призывал в Украине покончить с Приднестровьем военным способом. Да, то Ну, есть были ежегодно по такие несколько раз призывы. в год. Давайте так, по несколько раз Да, в год да, призывают. да. Да. И тем не менее, да, более трезвые, более зрелые голоса, которые объясняли, и там и эксперты, которые объясняли, почему этого делать не надо, да, потому что, скажем так, риски, которые связаны с этим вторжением, они намного сильнее, чем тот позитивный эффект от ликвидации вот этого сепаратистского анклава. А вы можете объяснить, откуда исходят эти голоса и как бы в чем тут, что называется, суть борьбы, да? Какова цель? Это просто горячие головы, которые вот хотят здесь и сейчас, или за этим стоит что-то? Это все-таки горячие головы, которые здесь и сейчас. Почему? Ну, на самом деле, давайте так по-честному, людей, которые знают Приднестровье, да, Приднестровский регион, бывали там, знают ситуацию, у нас при всех прочих условиях, да, в Украине не так уж много. То есть те, которые понимают специфику этой ситуации. А вот отсутствие понимания того, что есть, да, вот когда ты приходишь к людям и говоришь, простите, ребята, если вы в данном случае, там, как вы предлагаете, там, вторгнуться в Приднестровье, вы же будете вести боевые действия формально против граждан Республики Молдова, потому что подавляющее большинство жителей Приднестровского региона имеет молдавское гражданство. Более того, это создаст определенное напряжение, потому что в Молдове четко есть установка на то, что руководство Республики Молдова есть четкая установка о том, что военный способ решения приднестровской проблемы неприемлем.
И в данном случае мы сработаем против, да, если там совершить подобный акт, то мы сработаем в данном случае против проевропейского, скажем так, руководства Республики Молдова. То есть это будет даже худше, сработать не в копилку, потому что в Молдове, ну, есть запрос на мир, есть запрос на мирное решение этой проблемы. Ну и в конце концов мы сейчас видим даже по тем э, планам, идеям, которые обсуждаются в публичном пространстве, что ключевая установка сегодня в политике Молдовы по отношению к Приднестровскому региону состоит, скажем так, если образно сказать, да, в экономическом принуждении. У Приднестровья огромное количество экономических проблем. Молдова предлагает их решить, так бы сказать, в обмен на реинтеграцию. Ну, да, и вы считаете, что это является причиной того, что там особо не отсвечивают? Нет, я думаю, что причина все-таки ключевая. Ну, здесь причины, как всегда, политические. Да? То есть вот есть военное решение проблемы, есть политическое. С политической точки зрения есть установка Молдовы, и Украина прислушивается к позиции руководства Кишинева о том, что это, во-первых, внутренняя проблема все-таки в Республике Молдова, во-вторых, все-таки ее надо решать мирным путем. Тем более сейчас создались все условия для успешной реинтеграции, и во многом эти условия созданы российской агрессией против Украины, вторжением России. Вот недавно какой-то из молдавских СМИ показывала там опрос у жителей Приднестровья и спрашивали, вот как отношение к все эти экономические проблемы, дороговизна. Кто-то из них сказал бы, вот нам хочется, чтобы вернулось как было раньше, да, чтобы газ поступал, чтобы деньги платили, чтобы зарплаты были высокие. Не будет как раньше. Это нужно понимать, как бы это просто нужно эту идею четко и представить. Все, война поставила крест на том, что было раньше. При всем при том, что Украина как бы придерживалась жесткого курса, тем не менее, там были какие-то нюансы, все. Граница закрыта, потому что со стороны Приднестровского региона есть угроза. И в 2022 году Россия пыталась пробиться к Приднестровью, открыто заявляла о своих целях. И мы об этом всегда помним. Это первый момент. Кстати, что касается Гагаузии, здесь точно так же. Просто необходимо четко и ясно объяснить, что, ребят, больше, так как раньше, не будет. Уже не будет возможности, там, не знаю, играть на противоречиях там, Кабрата, Кишинева, пытаться ловить каким-то образом вот, рыбу в этой мутной воде, да, вначале там играть, заигрывать с Демпартией Плохотнюком, потом перебегать к Шору, в принципе, как и делать вид, что ничего не произойдет. Все это закончилось, все. Война поменяла все. Широкомасштабное вторжение России поменяло все, полностью весь расклад. В том числе и отношение Киева к Кишиневу, Тирасполю и Камрату, я правильно понимаю? Да, безусловно. То есть вы хотите сказать, что раньше еще можно было каким-то образом привлекать Киев на игру на этих противоречиях. Сейчас эта возможность исчезла. Да, безусловно. Безусловно, и во всяком случае в Гагаузии меньше, опять же, Приднестровье больше играло, и здесь, ну, во многом связано было и там и с этническим составом, да, потому что в Приднестровье живут украинцы, и приднестровское руководство неоднократно пыталось играть, заигрывать и там напоминать о том, что когда-то Приднестровский регион входил в состав Украинской ССР. Вот. Хотя, в принципе, те, кто знали реальную ситуацию в Приднестровье, в том числе и с обеспечением языковых прав, четко отдавали себе отчет, что, в принципе, это просто не более чем слова. С этим играли с 90-е годы, когда в эти игры попытались еще продолжать играть после 2014 года. Это уже выглядело немножко, странновато, скажем так. Хорошо, а можем ли мы сказать, что, опять же, учитывая те же события 14, я просто сейчас пытаюсь реконструировать и понимать, за что, в понимании и с точки зрения Кремля отвечала Гагаузия и Приднестровье. Приднестровье это был больше такой инструмент для давления угрозы в адрес Украины, Гагаузия больше инструмент и угроза в адрес Кишинева. Потому что те же события 2014 года, попытка создать Буджакскую Народную Республику и Бессарабскую, они организовывались людьми из Приднестровья, или не совсем правильно так утверждать? В том числе, будем опять же, если мы в глубину годов мы можем веков, да, у нас, да, вернемся в 20 век, во всяком случае, в 90-е годы 20 века, мы можем вспомнить о том, что
приднестровцы принимали активнейшее участие тогда в создании Гагаузской республики. Регулярно Да, посланцы ТК приезжали, и в Камрад приезжали, и в Болград наш украинский приезжали, постоянно как бы своим присутствием агитируя за некие какие-то сепаратистские проекты. То есть, собственно говоря, это история не одного года, это история более 30 лет. Вот и сейчас она наконец-то подошла к какому-то, как мне кажется, все-таки разрешению, хотя мы видим, что Россия не собирается так просто отпускать Молдову, да, и мы видим о том, что Шор ушел, да, но шористы-то остались по большому счету. Да. Те люди, которые работали до Шора, они никуда не исчезли, они продолжают играть активную роль в политике. Поэтому, в принципе, а Шор это Россия, Шор это ФСБ, Шор это подрывная деятельность против Молдовы, ну и против Украины, косвенно против Украины тоже, потому что если, не дай бог, что-то полыхнет у вас, то и оно и на Украине-то, собственно, это отразится. А вот вы понимаете динамику внутреннюю, скажем так, сейчас уже в Приднестровье? Ну, мы видим из того, что из новостей, которые идут оттуда, что, в принципе, там ситуация экономическая очень плохая. Там нету перспектив для ее улучшения, да, по большому счету. И Нет. там и зарплату нечем платить людям, и бесплатного газа уже нет в том объеме, и, скорее всего, он скоро закончится. И мы видим вот эти вот пробки, которые образуются в районе Кишиневского аэропорта, которые тянутся с Тирасполя. Ну, понятно, что люди уже едут активно на правый берег, чтобы зарабатывать здесь деньги. Но это с одной стороны, да, то есть как бы такая, можно сказать, экономическая и социальная реинтеграция происходит. Но с другой стороны, эти самые войска, которые находятся там, и они небольшие, это ограниченный контингент, но тем не менее это фактор, который как бы сдерживает сегодня очень сильно. Вот учитывая вот эти вот две вещи, какова перспектива вообще урегулирования приднестровского вопроса, как вы видите? Перспектива, безусловно, есть, и сейчас как раз для нее существуют, в принципе, хорошие условия. Ключевые здесь проблем несколько, и опять же, когда там говорят о том, что вот решить приднестровскую проблему легко, нет, на самом деле нелегко. Почему? Потому что даже если мы возьмем ту нормативную базу, которая там регулирует, тут есть вопрос. Есть россияне существуют в качестве миротворческой миссии, к примеру, да, то есть Мгм. тот же самый контингент ограниченный, они на принципах ротации меняют друг друга, и сегодня он миротворец, завтра он ОГРВ, да, к примеру, там, ну и меняются друг. Это первое. Но российские миротворцы, как и приднестровские, да, в зоне безопасности, как и молдавские, находятся на основании договора 92 года, 21 июля 92 года. Вопрос состоит теперь в следующем. Для того, чтобы поставить вопрос о смене формата миссии, нужно решить, что делать с этим договором. Да? А Так договор, этот договор, извините, этот договор получается не о статусе этих так называемых миротворцев, а это договор о прекращении огня. Правильно? Если отменять договор, то ты прекращение отменяешь... огня, вот это дело. Но в нем Да, прописан в понятно. том числе и статус миротворцев. Вот в чем все дело. То есть, если мы говорим, то есть, ну, как было там, давайте денонсируем договор. Окей, давайте денонсируем, но тогда этот договор о мире, получается, денонсируется и переходит в состояние войны. Ну, так Ну, вот получается, да. если мы берем юридическую коллизию. То есть этот момент, то есть его тоже надо решать каким-то образом. То есть, во всяком случае, должно быть некое видение. В том числе со стороны Кишинева, как и каким образом собирается решить. То есть есть какой-то алгоритм действий. Он должен быть доступен, он должен быть понятен, и на его базе уже как бы представлено общество, наверное. Почему? Потому что, опять же, без общественного мнения решить эту проблему, наверное, будет все-таки сложновато. Хотя Приднестровский вопрос не стоял длительное время, не стоял в числе приоритетов общественных. Вот. То есть надо знать, что делать. Надо знать, что делать. Это должны знать не, скажем, не я, там, не Артем Филипенко, к примеру. Да, это должны знать конкретные кишиневские политики, которые будут иметь алгоритм действий, и, исходя из этого алгоритма, уже предпринимать какие-то там решения. Да. Денонсируем договор, денонсируем московский меморандум. Московский меморандум утвердил формат 3+2, который стал потом 5+2, собственно говоря. Это формат де-факто, он еще как бы формально, еще даже де-юре, он существует. А де-факто он нет, его нет. Есть 1+1, вот, да, есть Кишинев и Тирасполь, которые, собственно говоря, могут между собой договариваться. И недаром, опять же, все время существуют попытки со стороны
Тирасполя, да, реанимировать там требования, они настаивают о том, что необходимо реанимировать формат 5+2. Вот он есть, опять же, для него есть конкретная законодательная, там, конкретная там договорная база, на основании которого она создана, этот формат. Что делать нужно? Опять же, денонсировать московский меморандум, или трансформировать, или подписать какой-то новый документ. То есть есть целый ряд вопросов. Вопрос политико-правовой оценки войны 92 года. Да, только, наверное, в этом году война отмечалась достаточно, скажем так, серьезно на государственном уровне. Я имею в виду в Кишиневе. Вот. Но, тем не менее, самой политико-правовой оценки, что это было? Да? Борьба за территориальную целостность и суверенитет. Это было подавление сепаратистского мятежа. В Украине в этом плане сделали легче. В Украине есть закон. Был в свое время, вот когда было еще вот эти так называемые там ДНР, ЛНР, да, то есть еще до широкомасштабного, в Украине был принят конкретный закон, где четко признавалось, что эти территории являются временно оккупированными территориями, и никакие законодательные там документы и все прочее, они не признаются, кроме там документов рождения и смерти. Все. А в Молдове Украина такого еще никто четко не принял, да, такого нет. Нет. Есть только решение Конституционного суда, есть решение Европейского суда по правам человека по делу Илашку, есть еще какие-то решения, в которых, да, Россия признается ответственной. Но четко на уровне закона этот вопрос не решен. На уровне Конституции тоже. Давайте откроем Конституцию Республики Молдова. Там записано, что Приднестровье будет какой-то там статус, который будет решаться отдельным законом. Там тоже прописано это. Значит, нужно менять и в том числе и Конституцию. То есть вот целый ряд обстоятельств, просто правовых обстоятельств, в которых сегодня существует вот эта проблема. Ну, получается, это ловушки, которые были расставлены еще тогда, или никто не думал об этом? Да, Ну, да. Со Просто стороны Москвы, да, это наверное, да. Да и со стороны Кишинева тоже, потому что какие-то решения же принимались. Был же период большой любви, когда господин Воронин стал президентом, и они встречались, и тогда же было и по покойному уже, к сожалению, Илье Илашку решен тогда был вопрос. Но тогда же и было подписано огромное количество документов, в том числе там и о признании каких-то нормативных актов и тому подобное. И оно все еще до сих пор, опять же, все действует формально и не денонсировано. Вот такая вот ситуация. Будем надеяться, что да, оно будет денонсировано. Артем, спасибо большое. Я, извините, в начале передачи забыл спросить, как сейчас в Одессе обстоят дела? Ну, в Одессе сейчас обстоят дела, что со светом стало лучше, будем говорить честно, потому что были ситуации с атаки российские на энергетическую систему, они, безусловно, оказали свое влияние, потому что тут надо, опять же, в Одесской области нет своих генерирующих мощностей. Да? Да. Одесская область живет за счет, если так можно сказать, импорта электроэнергии. Да? Электроэнергия приходит из других областей. Поэтому, естественно, били частично по генерации, в основном как бы по всяким передаточным этим самым звеньям. Были очень сложные моменты, это вот как бы я про себя даже могу сказать, что, например, там свет давали на несколько часов, вот там в час, 2 часа ночи включается свет, в 6-7 он уже выключался, да, например. То есть если ты успел зарядить все свои устройства, все прочее, то, в принципе, как-то ты протянешь еще следующий день. Сейчас ситуация намного лучше, это объективно, и сейчас и со светом ситуация лучше, не выключает, и если выключают, то не на такой длительный период, поэтому, ну и самое главное, у нас как бы люди, одесситы, пришла весна, там, одесситы потянулись на море, все равно война не война, люди все равно смотрят, да, несмотря, переживает, да, каждый, там, не каждый день, но через день, там, или какой-то постоянные налеты, особенно страдает там центр города, то, что ближе к порту. Все это, безусловно, есть, но одесситы все-таки оптимист. Вот даже несмотря на все происки россиян, да, на все эти ядерные атаки, несмотря на понесенные, к сожалению, жертвы, одесситы остаются верны себе, и, в конце концов, как у нас шутят, в Одессе сдаются только квартиры. Хорошая шутка одесская. Спасибо большое. Спасибо большое за оптимизм. Пожалуйста. И слава Украине. Героям слава. Спасибо. Друзья, у нас на связи Валерий Казак, директор научно-исследовательского центра «Экологистика», метролог. Господин Казак, приветствую вас. Добрый день.
Господин Казак, спасибо большое, что нашли для нас время. Мы пригласили вас поговорить о ситуации на Днестре. Уже вот несколько дней, почти неделю, как бы ситуация очень тревожная в связи с попаданием нефтепродуктов в реку Днестр. Выше по течению, значит, города Бельцы, Флорешт, Сорока, получается, лишены доступа к воде, ну, питьевой, да, вот этой воду, которую подает город. Кишинев пока вне опасности, как бы, что, можете объяснить вообще, что происходит и куда это все может привести? К сожалению, информация на данном моменте пока не самая такая удовлетворительная, но те меры, которые предприняты, думаю, что улучшится ситуация, и в скором времени те города, которые на севере отключены от водопровода, от центрального водопровода, трубопровода, который проводит воду с Днестра в Белцы, Санджирей, Флорешт, скоро подключится, потому что пятно, которое протекало на поверхности воды, уже ниже по течению Сороки, точка отбора воды Виагарены скоро будет доступна для того, чтобы питьевая вода была пригодна к употреблению. Что случилось? К То есть, сожалению, подождите, давайте вот здесь еще секундочку, Дом Казак. Новых пятен уже нет, я правильно понимаю, которые шли бы сюда? Верховья уже нету. По той информации, которая поступает на места, там уже пятно поступления нефтепродуктов уже исключили, ее нету, но та пятно, которое идет по течению ниже Сороки, еще присутствует, конечно. А его смогут таким образом удалить, абсорбировать, чтобы оно не дошло до Кишинева? Это есть Но такая те возможность? меры, которые предпримутся теми силами, которые задействованы, там, конечно, в скором времени будет довести до предельного уровня допустимых концентраций, и думаю, что вопрос решится в скором времени, даже раньше, чем 15 дней. В течение одной недели, я думаю, что абсорбант, который задействован в эти устранения от И5, конечно, сделает свое дело, то есть эффекта будет. Хорошо, а вот, да. Оптимистически надо посмотреть, потому что все равно речки имеют свое свойство. Речки, если их не загрязняет постоянно, они самоочищение происходит в течение, скажем, 100 километров, они могут себе привести сами в порядке, то есть в норме. Ну, лишь бы человек не загрязнял или не гадил Ну, понятно. снова. А каким образом это происходит, за счет чего? Ну, природа сама умная. Самая умная — Ага. это природа. К сожалению, человек, который считается самый умный вид на планете, и гадит, и творит такие нехорошие чудеса. Ну, понятно, да, тут уж ничего не поделаешь. Вы хотели сказать о причинах, что произошло, то есть я вас прервал, На извините. причины, к сожалению, видите, доступа к истокам загрязнений нету. Даже министр окружающей среды не имел доступа. Я не знаю, почему. И в таких случаях должна срабатываться совместная комиссия, потому что устранять то, что мы не знаем откуда и что течет, конечно, это тяжело. Это э, работать в неизвестность, это хуже всего. Поэтому было бы логически иметь доступ к истоку загрязнения, концентрациям, состав этого загрязнителя, и тогда можно было более оперативные, более продуктивные меры предпринимать. А Но мы знаем, что это за вещество, что именно? Окей, Ну, я нефтепродукты, масло. поэтому говорю, что, к сожалению, нет такой информации, что за вещество, какая химический состав и какой концентрации и каком количестве. Это все догадки, и, к сожалению, видите, форс-мажор или закон военного времени не позволяет нашим членам правительства иметь Мгм.
Ну, такие случаи у нас и не были. Конечно, это первый раз сталкивается Молдова с таким случаем. Были казусы загрязнения Днестра, но это было в Верховье, Ивано-Франковской области. Раньше были сбросы химических каких-то отходов, калуши из Стеблиц в 90-е годы, после 90-х годов. Но это было в Верховье, и, конечно, дамба Новоднестровского водохранилища, всё это сохранилось себе туда, в этой водохранилище. Но на этот раз это ниже плотины Новоднестровской ГРЭС, это почти на нашей территории поступило это загрязнение. И вот результат, к сожалению. Печальный. Ну да, печальный результат. И я так понимаю, пока продолжается эта война, пока продолжается российская агрессия, это может быть не последний случай, правильно? Угроза, конечно, еще присутствует, пока нет мирного согласия между воюющей стороной, конечно, угроза есть. Поэтому я предлагал уже министрам окружающей среды Молдовы и Румынии провести такие подготовительные или сценарии, ну, по линии гражданской обороны провести такие учения и Мгм. научить, как пользоваться, как реагировать в таких случаях. Провести такие учения можно на пруте ниже плотины Костестынка, Да. и аналогические сценарии разрабатывать, и посмотреть, как реагируют государственные учреждения, ответственные за такие случаи, и местные власти. И вообще по жизни надо быть готовым к всему, особенно когда у нас идет такая война рядом с нашей границей. Надо почаще тренировать людей и быть готовым к таким разных сценариев. Не только по сбросу каких-нибудь веществ в Днестре, могут и по воздуху какие-нибудь вещества попадать на территорию Молдовы, как реагирует местная власть, как реагирует население, и как должны действовать, взаимодействовать государственные предприятия, Хорошо, а вот учреждения. какое количество людей эта ситуация может затронуть? Ну, как бы сколько людей живут в бассейне реки Днестр и пользуются водой из реки Днестр? И не только водой, но всеми экологическими услугами, да, скажем так. Если посчитать так, в бассейне Днестра живут от 6 до 8 миллионов людей, это Одесса, потому что и Одесса питается водой Днестра. Вы знаете, там в Беляевке насосная станция, которая подпитывает водой Одессу, включительно Кишинев, Белц, Сандерей, Флорешты. Это почти, если так взять, сейчас по количеству, ну, где-то предела 5-6 миллионов людей. А в Республике Молдова? Минусуем Молдова, если взять Кишинев, почти миллион людей, Белцы взять эти 300 тысяч, 1,5 миллиона как минимум будут страдать от этих действий. Ну, это две трети Э, страны, получается, даже больше, если. Да. Ну, это населенные пункты такие, как городского характера, конечно, они зависимы от водопровода. Но сельским регионам они могут еще как-то решать свои проблемы за счет этих колодцев. Мгм. А, Артезианских И, скважин и колодцев, да. Да. да, артезианская скважина. Ну и Кишинев, случай какой-нибудь, даже при гражданской обороне были разработаны сценарии, что будут задействованы эти артезианные скважины в Кишинев. Благодаря той политике, которой раньше больше думали о защите гражданского населения, были разработаны сценарии, как задействовать артезианские скважины, которые в количестве 140 штук есть. Они могут быть задействованы и как-то Кишинев обеспечить бесперебойное водоснабжение. Ну, К сожалению, в Белце это меньше было задействовано. Я не знаю почему. Там тоже есть, не знаю, какое количество артезианных скважин, которые могли
сделать жизнь более комфортной и не так страдать местному населению. Не знаю почему, им виднее, местная власть знает почему и почему не задействовали эти артезианские скважины. Ну, в целом, я так понимаю, что вы оптимист этой ситуации, она в течение 2 недель должна Да, я урегулироваться. оптимист и думаю, что в скором времени все уладится. И самое главное, чтобы был мир. А природа нам поможет прийти к нормальному жизни. Природа сама постарается из-за нас, из-за нее, лишь бы мы не мешали ее. Да. Поэтому я всегда говорю, что самый вредный человек, самый вредный в мире и природе — это человек. Все творит зло. Господин Казак, я благодарю вас за то, что нашли для нас время и пришли прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео, отправлять его своим знакомым и близким. Увидимся на следующей неделе во вторник в это же время. До свидания.